По телефону 303 пассажир, пробел и текст вашего сообщения. Пишите, будет весело. Наши дежурные инструкторы всегда на передовой в борьбе за дело массового потребления. Наш девиз испытано на себе. Смотрите «Якутск. Инструкция по применению» каждый день. Генеральный спонсор программы – косметологический салон «Грация». Студия «Двайн» представляет программу «Наука красоты». Единство красоты души и тела, маленькие секреты и большие достижения наших гостей. Советы стилистов и помощь в выборе средств, одежды и украшений. «Наука красоты» по будням на канале ТНТ Якутск. Журфикс. Для многих якутян вот уже 3 года олицетворяет самый глянцевый журнал Якутии. В минувшую пятницу столичную публику Якутска порадовало очередное глянцевое шоу, посвященное дню рождения любимого журнала. На этот раз сопутствующий празднику колор серебряный. Цирк в этот день наполнился читателями, участниками таких ярких проектов, как «Преображение», «Не родись красавицей», ну и просто поклонниками и друзьями журнала. Каждый был уверен в том, что шоу будет на высоте, как и сам журнал. Что вы ожидаете от сегодняшнего вечера? От сегодняшнего вечера? Ну, очередной приятной встречи с журфиксом. Вы постоянный читатель? Да, постоянный читатель. Хорошего настроения. Ну, люблю журфикс, каждый номер покупаю, поэтому пришла посмотреть. Радости, красоты, чего-то светлого, серебряного. Интересного ожидаем, очень многого, и красочного, как и сам журнал. То есть шоу. А за какие качества вы цените этот журнал? Ну, знаете, за откровение, наверное. Вот. Очень откровенный журнал, искренний. Видела Прачова, поэта, сбоку от себя и счастлива. Я его фанатка, хочу создать фан-клуб Прачова. От сегодняшнего вечера праздник, и вот моя подружка рядом со мной сидит, у нее день рождения, я ее пригласила. В общем-то, все начинается великолепно. Совершенно потрясающее ожидание, потому что я знаю Яну Угарову очень хорошо, знаком с ее первым номером, знаю, как трудно ей было, и вот сейчас известно то, чего она достигла. Я ожидаю потрясающих, просто очень интересных моментов. А для некоторых это и необычный подарок. Для меня это тоже праздник, конечно. И хорошо же я нестандартно свою подругу так поздравляю, мне кажется, так и надо справлять дни рождения. Еще бы, ведь впервые будет вручаться премия «Серебряный жур». Красивая серебряная статуэтка, украшенная топазами, хризолитами и фианитами, выполнена компанией «Уран-Саха». Будет вручаться она в 5 номинациях. Организаторы проекта твердо уверены в том, что премия «Жур» станет одной из самых престижных наград. Честь вручить первый серебряный жур в номинации «Обложка 2007» выпала колоритной парочке байкеров Леониду и Людмиле Левиным. Номер 19 – это совершенно замечательная семья. Это семья, которую многие из нас искренне любят, талантливая, творческая. Номер 19 – Светлана Руфова. Светлана Руфова украшала обложку 19-го номера новогоднего журфикса. Она является директором стоматологической клиники «Дантист», мамой 4 детей и очаровательной Снегурочкой в одном лице. Зажигательный и страстный танец Альберта Панферова и Арианы Яковлевой не оставил никого равнодушным. Благодаря ему оба они вышли победителями в республиканском конкурсе среди силовых структур «Люди в погонах 2008». Кроме этого, Альберт не только человек в погонах 2008, но и обладатель спецприза от журфикса.
Серебряный жур в номинации «Герой-2007» вручают Александр и Виктория Глотовы. И мы победителям. Так, в номинации «Герой года» побеждает Сергей Прощев. Сергей Прачев не только руководитель хангаласского гастроя, но и талантливый поэт. Его творчество, как он говорит, расцвело в Якутии с ее морозами, зимним лесом и охотой. Да и считает он ее уже давно своей второй родиной. Номинация «Решительная и целеустремленная 2007» достанется победительнице конкурса «Не родись красавицей, стань ею», который был организован совместно с компанией Apple Diamond. Вручает премию Галина Васильева и танцевальный коллектив «Маленькие ангелы». Наталья Птицына, педагог коррекционной школы-интерната номер 28, заявила, что хочет измениться и готова к любым переменам, что и было сделано. Преображение Наташи, пожалуй, было самым ярким из 5 представленных. Слово «журфикс» от французского означает прием гостей в определенный день недели. Безусловно, прием гостей на день рождения журнала – самый главный журфикс в году. Затаив дыхание, зрители следят за танцем сержанта милиции Доминики Егоровой с воздушным гимнастом Владимиром Куприяновым. Сложные па, которые выделывала парочка на воздухе, заставила поволноваться не одно сердце. Рубрика «Семейный портрет в интерьере» является фишкой журнала с его самого основания, благодаря которым люди могут узнать о другой стороне жизни коллег, соседей, да и просто известных и уважаемых людей города Якутска. Номинацию «Семейный портрет» объявляют герои преображения журфикса Асторгуева Марфа и Сергей. Здравствуйте. Семья Петровых, Игорь и Алия. Семья Петровых – известная среди якутских врачей супружеская пара. Оба работают в Национальном центре медицины. Игорь Филиппович – заведующий лор-отделением, Алия Нигметовна – детский стоматолог. С легкой подачи Жанны Якименко и благодаря светлой истории жизни Петровы становятся обладателями премии «Серебряный жур». В это время за кулисами царит оживление. Мероприятие проходит отлично. Мы, мне кажется, так свободно, легко провели мероприятие с Лариной. Ваши пожелания автору и коллективу, и главному редактору?
чтобы все было хорошо. Ура и хал, бардачей. Очень весело, мне очень нравится, все очень хорошо организовано, очень красивые девушки здесь. Ну и вообще атмосфера праздника присутствует. Мероприятие, как всегда, масштабное, грандиозное, очень гламурное, как и сам журнал «Журфикс». В принципе, другого и не суждено было. Так и предполагалось. Ну, в принципе, я думаю, может быть, это отчасти меня и не удивило, и в то же время очень радует, что все так проходит. Ведущие Яна Угарова и Александр Подгулов живо раздавали подарки от магазина Туяра. Повезло всем зрителям, обосновавшимся на креслах номер 3, равное количеству лет, исполнившихся журналом. И, наконец, победителя в номинации «Преображение-2007» вручают Александр Ким Кимен и Любовь Ким. В проекте «Преображение» победителями названы Георгий Яковлев и Василий Ефимов. Георгий Яковлев, генеральный директор ОАО «Туймада Даймонд», и Василий Ефимов, руководитель аппарата «Элтумен», представили на страницах проекта «Преображение» Якутск начала 20 века. Праздник удался. Журфикс не был бы журфиксом, если бы не талантливые журналисты, благодаря которым журнал читается на одном дыхании, благодаря фотографам, красочные фотографии которых делают журнал глянцевым, ну и, конечно, благодаря главному редактору Яне Угаровой, которая сплотила и организовала этот молодой творческий коллектив. Я знаю Яну Угарову как человека очень творческого, еще знаю с комсомольских времен, когда она пела под гитару, первые свои композиции делала, знаю ее как хорошего поэта. А то, что они творят, и не только вот как бы ее команда, но и те люди, которые сегодня представляют общественность, прежде всего это Александр Подголов и тот проект, в котором мы участвовали, «Спасательный круг», который был направлен на то, чтобы оказать помощь детям-инвалидам. Я думаю, что такого рода проекты очень нужны и в последующем будут продолжены. Яне Егоровой, прежде всего, руководителю, начинателю и организатору всех благ, и чтобы Журфикс еще больше читаемый был, еще чтобы много, еще больше читателей, чтобы было. Удачи! Держать на том же уровне. Главная проблема в нашей стране, когда достигают какого-то уровня, а потом падают. Вот надо, чтобы Журфикс поднимался выше и не падал. Успехов им главное. Своим любимым читателям, а также телезрителям в их лице я желаю побольше оптимизма и жизнерадостности, потому что жизнь на самом деле прекрасна. С днем рождения тебя, Журфикс! Расти большой, на радость нам, всем читателям и почитателям. Здравствуйте! На канале СТВ сети ТНТ информационный выпуск программы «Интересно» и я, Анна Лина, с обзором наиболее значимых событий, произошедших за последние 24 часа. Паводок 2008. Некоторые улусы снова надеются на авось, в том числе и многострадальный Татинский. Новое трехстороннее соглашение по регулированию социально-трудовых отношений должно учесть недочеты и упущения прошлых лет. О вожде мирового пролетариата нынешние пионеры не знают ничего, а в экологических акциях проявляют недюжинное творчество и фантазию. Идеи.